Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 29 августа 2020 года. Посмотрим, какой будет день. Сегодня мы на цыганской колоде будем делать. Так, туз червовый у нас на день выпадает. Еще один туз на то, что будет помогать. И джокер на то, что будет мешать. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы. И карта на здоровье. И итог дня. Итак, у нас карта туз червовый. Замечательная карта активности. Замечательная карта побед, решения вопросов, получения прибыли, может быть даже выигрыша. В общем, карта, когда мы очень довольны собой, очень довольны днем. Карта вообще счастье считается, да, то есть это может быть счастье как, ну, может быть, как успех, да, не просто счастье такое тихое, а счастье от того, что мы сделали, чего достигли. Также это карта какой-то известности. Это карта, когда нам говорят, какой мы молодец, когда нас признают, когда растет наша как бы добрая слава, да. Это карта отдыха очень часто, праздника, когда мы вот отмечаем какой-то успех. Или вот, допустим, мы долго работали, поехали отдыхать, ну, допустим, на природу, да, на солнце, или пошли в ресторан, в кафе. В общем, очень такой хороший день, когда мы чувствуем, что вот просто на пике энергии находимся. Что будет помогать? Туз пиковый. Карта говорит о том, что будет помогать желание, ну, может быть, больше эмоций включать в свою жизнь, да, то есть когда мы замечаем что-то вокруг красивое, когда мы, может быть, настроены на творчество, на то, чтобы, может быть, посвятить день какому-нибудь искусству, празднику, развлечению, но чтобы все это было с эмоциями, с сердцем, с душой, да, и, конечно, чтобы мы были здесь не одни. Вообще, вот традиционно вот эти карты считаются мужчиной и женщиной, то есть карта мужчины и женщины. То есть получается, что, ну, это не именно как человек, да, а вот энергия мужская и женская. То есть только в паре, да, только с близкими людьми, только с семьей, только в общении мы можем полностью вот насладиться тем, что дает нам сегодняшний день. Особенно если здесь много собирается людей, праздник, да, если может быть большое количество наших друзей или вся семья собирается, очень хороший день тогда. Ну и, конечно же, карта интуиции, да, вот если мы будем слушать себя, свое сердце, интуицию, будем действовать по чувствам, не принуждать себя, то тогда вот день будет действительно для нас такой удачный. И карта «Что будет мешать?» выпадает карта Джокер. Когда мы слишком безответственно себя ведем, когда мы думаем только о себе, когда мы не учитываем чувства других людей, вот тогда может быть помеха. А теперь отношения. Для тех, кто в поиске партнера, десятка пиковая. Карта говорит о том, что у вас может быть встреча в пути, в путешествии, или может быть, когда вы вообще что-то вот в своей жизни поменяли. Вот, допустим, вы никогда не бегали по утрам, стали сегодня бегать, то есть вот первый день начали, да, и уже у вас может быть встреча с кем-то новым. В общем, когда вы что-то меняете, что-то новое начинаете делать, вот в это время может встреча произойти. Для тех, кто в паре, девятка червовая. Карта говорит о том, что у вас какие-то новости. Вот, может быть, именно здесь у вас и будет такое ощущение праздника, вот то, что вы, может быть, давно ждали, да, наконец-то происходит, и вы тут всей семьей и с партнером радуетесь, да, какие-то перемены могут быть в вашей жизни, да, может быть, здесь какой-то юбилей у вас будет, или какой-то новый человек может прийти в вашу семью.
Ну, в любом случае, здесь вот карта коммуникации, да, то есть, знаете, может быть, если бы была какая-то сложность в отношениях, допустим, была ссора, не могли договориться, вот карта говорит о том, что нужно поменять стиль общения, тогда вот можно все наладить. А теперь те, кто в ссоре, шестерка пиковая. Карта говорит о том, что вы можете, в принципе, сегодня помириться, но как будто бы через других людей, которые, может быть, старше по возрасту, которых вы уважаете, да, или это будет какое-то мероприятие общее, где вы можете встретиться, пообщаться и помириться. Для работы, те, кто в поиске работы, вот сегодня, скажем так, выходной, да, хотя можно эту карту трактовать и как выигрыш. То есть вы можете неожиданно узнать о том, что вот та работа, которая вам нужна, она у вас есть, да, или, может быть, она всегда была рядом, а вы не замечали. В общем, может быть, это как такой сюрприз для вас. А может быть, это просто карта отдыха, праздника, когда вы совершенно не занимаетесь вот поиском работы. То есть здесь вот может быть какая-то ситуация непредсказуемости, либо просто вот вы отвлекаетесь и забываете о том, что у вас есть проблемы. А для тех, кто работает, шестерка трефовая. Но обычно это карта выходного дня, да, это карта, когда мы не работаем, когда мы только отдыхаем. Но если, допустим, у вас все-таки рабочий день сегодня, то тогда здесь может быть очень много забот, может быть, знаете, допустим, чьи-то ошибки вы закрываете, да, за кем-то что-то переделываете, или сами, допустим, что-то напортачили, да, может быть, сделали какую-то ошибку, и вот сейчас приходится переделывать, или какие-то сложности из-за этого приходят. Ну, в общем, трудности на работе могут быть, какие-то критические ситуации, из которых придется выруливать. Для тех, кто своим делом занят, девятка бубновая. Опять же, карта, которая говорит о том, что вы на сегодня как будто бы закрываете вообще, как сказать, закрываете для своих мыслей и чувств свое дело, то есть совершенно стараетесь уйти в сторону, да, не заниматься, не заботиться, отдыхать. Может быть, кому-то поручили, да, и просто отдыхаете. Может, с семьей, да, праздник, куда-то уезжаете, может быть. Также карта может говорить и о том, что сегодня вы можете закончить какой-то важный проект, работу, может быть, с каким-то важным клиентом. Или, допустим, наконец-то получите сумму денег, ради которой вообще вот какой-то проект затевали. Но в любом случае здесь какое-то вот завершение идет, либо это просто по вашей воле, чтобы вы отдохнули, да, на это короткое время, или, может быть, здесь просто по работе что-то приходится заканчивать, доводить до конца. В деньгах у нас выпадает двойка червовая для тех, кто на зарплате. Это общие деньги с партнером, с семьей, общие деньги там, с родителями. То есть, может быть, для решения каких-то вопросов, да, нужно будет либо складываться, либо просто вы пользуетесь общими деньгами. Здесь как бы деньги есть, но они, может быть, не лично ваши. А теперь семерка червовая для тех, кто своим делом зарабатывает. Здесь карта, опять же, семейных каких-то денег, ценностей. Кстати, здесь может быть подарок от какого-то члена семьи, может быть, довольно-таки крупная сумма, да. Это может быть даже, знаете, как наследство. Да, может быть и такое по семерке червовой. Очень часто переход идет собственности от одного члена семьи к другому, допустим, да, от старших к младшим или еще как-то. Вот. Но вообще здесь как-то растут ваши доходы, как-то укрепляется положение именно финансовое, да, но и тратите вы здесь на семью тоже хорошо, достаточно. А здоровье. Выпадает тройка трефовая. Карта говорит о том, что какая-то ситуация назрела, знаете, как будто бы вы немножко запустили здесь свое здоровье, не занимались им, да, и вот сегодня могут быть какие-то последствия, вы прям можете почувствовать какое-то, здесь такие недомогания очень слабые,
Но в то же время организм хочет сказать, что вам нужно заниматься здоровьем, уделять внимание вот вашему телу и так далее, да, питанию и всему прочему, нагрузкам физическим. Вот что именно вам о себе напомнить сегодня, вот именно то и нужно укреплять, да. Вот если, допустим, желудочно-кишечный тракт, ну, значит, там диету сменить, двигаться больше. Если там еще какая-то проблема, тоже обращаем внимание, в какой теме это все происходит. И итог дня двойка трефовая. Карта говорит о том, что сегодня может быть, знаете, такой день, когда нужно будет какой-то важный выбор делать. Или делиться чем-то с кем-то, да, из семьи, допустим, или делиться с партнером чем-то важным. Это может быть как бы и финансы, да, это может быть какая-то информация важная, ответственность. Также карта может говорить о том, что вы вот в конце дня почувствуете какую-то общность с партнером, с семьей и так далее. То есть двойка – это всегда объединение. Но объединение такое, что когда каждый несет свою долю ответственности, да, вот, может быть, будете о чем-то договариваться, да, может быть, действительно что-то такое вот, семейный какой-то вопрос решите, когда какая-то ответственность перейдет от одного к другому. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.